потрясающие голоса, сочетание старинных инструментов с актуальной электроникой. И все это про ансамбль «Узорица». «Узорица» является самым популярным ансамблем по созданию этнических треков в Уфе. Молодежь может слушать их любимые песни в современном жанре. Давайте познакомимся поближе с участниками ансамбля. Как вы придумали название вашей группы и что оно значит? Мы не сами придумали, мы ходили в детский коллектив с таким же названием, а означает оно, если я не ошибаюсь, Олесечка, вы меня можете поправить. Узорица – это вот на окнах зимой образуется, да, узор. Это какая-то красота. Как вы соединяете фольклорную музыку и современную электронную музыку? Вот расскажите, есть ли какие-нибудь секреты, может быть, какие-то фишки? Вот жалко, что сейчас Володи нету, он бы сейчас с удовольствием ответил на этот вопрос. Мы их соединяем с удовольствием. Опишите процесс создавания ваших песен. Они очень необычные. И, насколько я знаю, вы делаете перевод старых песен и исполняете их в современном жанре. Ну, перевод, наверное, некорректно, а расшифровка старинных бабушкиных песен. Мы берем за основу нашего творчества, то есть мы их не придумаем, эти песни. Их уже сочинил народ. В 2021 году ансамбль выступил на телевизионном проекте «Страна талантов». Жюри отметила их вокальные данные и оригинальные образы с кокошниками. Они берут русский фольклор и кладут его на современную электронику. Так что их выступление – это уникальный шанс ощутить себя на технопати Ивана Грозного или на рейв-вечеринке княгини Ольги. Фольклорно-электронная группа «Узорица», Уфа. Мужик и пашет огород, ой, мужик и пашет огород, 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 люли-люли, огород. Вы планируете развиваться в нашем городе, в Уфе, или же планируете в Москве, то есть развиваться? Мы планируем развиваться, самое главное. Вообще давно гастролируем в России, выступали не только в Уфе и не в Москве, и в других городах. Да, то есть у нас аудитория по всей стране, и даже и за рубежом уже. Но ближайшие планы у нас поездка на культовый фольклорный фестиваль «Мир Сибири». В нашем городе ваша группа самая популярна по создаванию этнических треков. Расскажите, сложно ли было продвигаться? Ну, сложно продвигаться, потому что, наверное, мы все делаем сами. Пока что не нашелся тот человек, который бы взял и сказал: «Ох, Узорица, сейчас я вас спродюсирую и буду тут везде открывать двери с пинка», да, так скажем. Да, конечно, когда ты занимаешься творчеством, тяжело совмещать это еще с организационной работой. Но пока что мы справляемся, я бы так сказала, хорошо. Говорят, что даже профессиональные артисты волнуются перед выступлением. Есть некий мандраж. Есть ли у вас такое и волнуетесь ли вы перед выступлением? Вот сегодня только с девочками говорили. Я говорю, тревожный знак, что я что-то не волнуюсь перед концертом. Наверное, просто много сегодня репетировали. Ну, конечно, на самом деле всегда мандраж. И как только уже в преддверии первой ноты все сжимается, потом разжимается, потом все, пошла музыка, и мы уже растворились, уже, думаю, никто не думает о волнении как таковом. Эмилия Харатян. Группа «Узорица» Специально для горы новостей.